Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Озвучим актуальный курс валют на сегодня. Доллар США сегодня остановился на отметке 70 рублей 69 копеек за единицу. Стоимость евро 81 рубль 79 копеек. Покупают сегодня доллар по лучшей цене в Солидбанке за 71 рубль. Продает также Солидбанк за 71,57. Лучший курс покупки европейской валюты также в Совкомбанке за 81,53. Продает Алмаз-Иргиенбанк за 82 рубля ровно. Мы переходим к другим темам. Годовой план в более 1,5 миллиона тонн угля выполнили на шахте Денисовская в Нерюнгринском районе раньше сроков. Для достижения такого результата шахтеры собственными силами отремонтировали и запустили 5-й комплекс горно-шахтового оборудования. Сократили время ремонтов и уделили больше внимания к обслуживанию техники. За оставшиеся 2 месяца до конца этого года на шахте планируют добыть еще 342 тысячи тонн угля. Работников поздравил и поблагодарил директор Денисовской Артур Косинский. До конца этого года из аварийного жилья расселят 12 тысяч якутян. Об этом сообщил глава республики. В регионе ведется активная работа по этой программе. До 2025 года планируется расселить более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда. По итогам этого года уже 12 тысяч человек были расселены в новые дома или получили денежную компенсацию. На сегодня отставания от планов работ нет. Айсан Николаев отметил, как в сельских территориях, так и в городах Якутии стройка продолжается. Вводятся десятки многоквартирных домов. Программа переселения граждан будет продолжена и в будущем. Свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей из федерального бюджета направят на развитие сел Якутии в следующем году. Средства используют в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» программы комплексного развития. Что касается текущего года, то получена субсидия на строительство жилья для 20 селян. Строят жилые дома для молодых специалистов по договорам найма в Намском и Мегино-Кангаласском районах. Идет комплексная застройка жилого квартала Сайды в Чурапчинском, квартала Мымах в Намском районе, рассказал премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко. На городской свалке в тестовом режиме начал работать пункт весового контроля. Отныне сдачу твердых коммунальных отходов будут вести не по кубическим метрам, как раньше, а по весу. Как все это работает, расскажет Дмитрий Тымыров. Мусор на вес золота. Если раньше на городской свалке мусоровозы сдавали ТКО по расчету кубических метров, то сейчас его будут рассчитывать по весу. Это стало возможным благодаря установке весового контроля прибывающих грузовых машин на территории городской свалки. Раньше было все вместе, и мы замеряли только кубы. Соответственно, сейчас мы видим, сколько с города Якутска, соответственно, через регионального оператора поступает бытовых отходов на городской полигон. Площадь весового контроля составляет 150 квадратных метров. Взвешивание производится на въезде и перед выездом на полигон и после выгрузки отходов. Данные весов фиксируются в специальной программе. Максимальный принимаемый вес до 40 тонн. На сегодняшний день тестовый режим проходим нормально. Здесь будет полностью все автоматизировано, цифровизация будет, заезд машин, выход машин полностью будет замеряться компьютером, компьютер полностью будет делать обработку. Специально для этого здесь рядом возвели новый пункт контроля прибывающих машин. Сейчас операторы сидят в старой будке, пока в новом идет ремонт. Сейчас пока что на данный момент вручную, но потом все это изменится, все наладится, потому что мы будем переезжать в новый КПП. Там все у нас проще будет, уже писанины меньше. Тестовый режим у нас ориентировочно будет проходить до 20 ноября, так как в тестовом режиме мы хотим зафиксировать низкие температуры за 30 градусов. Да. После этого у нас будет утвержден тариф. На сегодняшний день из МинЖХ Республики Саха-Якутия и из Госконцерн идут работы насчет определения тарифов. Теперь каждый килограмм мусора на вес золота. Ведь от того, сколько мусора завезет машина, зависит их цена. Это не только справедливо, но и даст возможность коммунальщикам бороться за каждый мешок твердых коммунальных отходов. Соответственно, это должно благополучно отразиться на чистоту города. Дмитрий Тымыров, Дарья Анкехова, Иван Яковлев, Артем Алексеев, Якутск.
Центральный аппарат Следственного комитета России взял под контроль дело об убийстве двухлетнего ребенка в Якутске. Ранее сообщалось, что в квартире дома, расположенном в одном из пригородов Якутска, было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Следователи осмотрели место происшествия и допросили мать ребенка. В убийстве заподозрили 25-летнего неоднократно судимого сожителя женщины. Его задержали в то же утро. Прокуратура Республики Саха-Якутия взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами по факту убийства в городе Якутске 9 ноября текущего года малолетнего ребенка 2019 года рождения. Сегодня судом в отношении подозреваемого в убийстве с учетом позиции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению прокуратуры Республики и прокуратуры города Якутска также организована проверка по данному факту, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка, действиям бездействию должностных лиц, эффективности работы органов системы профилактики. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Сотрудница администрации Сунтарского района Якутии подделала документы для получения компенсации за аварийное жилье. По указанию чиновницы, ее сожитель в договоре купли-продажи изменил стоимость приобретаемого жилья на 4 миллиона рублей. При этом они заплатили за квартиру 450 тысяч рублей. По такой же схеме они приобрели еще 4 квартиры на общую сумму более 8 миллионов рублей и оформили их на родственников женщины, которые ничего не знали. Незаконные действия подсудимых не доведены до конца. Женщину признали виновной по статьям покушение на мошенничество в особо крупном размере, подделка официального документа, мужчину, пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд приговорил чиновницу к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей, пособника к 2 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Прокуратура Алданского района провела проверку по сообщениям в информационных ресурсах о загрязнении водного объекта. Установлено, что оно допущено обществом с ограниченной ответственностью ЗДК «Резерв». Причиной явилась утечка неочищенной воды с водоема отстойника. Виновное лицо привлечено к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Предприятием приняты меры к устранению нарушений. Причина загрязнения ликвидирована. В настоящее время органам контроля производится расчет размера ущерба, причиненного окружающей среды, для предъявления его к возмещению. День полиции отметили накануне по всей стране. Ленск не стал исключением. Какие они охранники правопорядка, суровые и строгие мужчины или стальные леди? Сегодня в рядах правоохранительных органов служит немало представительниц и слабого пола. Как организована работа отдела внутренних дел Ленского района, какие методы сегодня самые популярные в борьбе с преступностью у ленских полицейских, узнавала Анна Кожевникова. Их служба и опасна, и трудна, гласят слова известной песни. Ведь кто, как не они, стоят на страже порядка и закона. Как бы ни относилось общество к людям в погонах, но в трудные минуты, столкнувшись с неприятностями, за помощью идут к ним, представителям правоохранительных органов. Участковые, криминалисты, следователи, опера, дознаватели, сотрудники служб ППС, ДПС, госавтоинспекции и другие. Личный состав отдела внутренних дел в Ленске в этом году был пополнен молодыми кадрами. После демобилизации, как мы своим командам довольно плодотворно мы отработали вот именно во втором полугодии, именно третий квартал, потому что в настоящее время по ППСу у нас штат практически уже укомплектован. По дежурной части впоследствии у нас также есть кандидаты на дежурную часть, на изолятор, именно на содержание, именно с целью комплектования. Одно из основных также условий, я считаю, это бесплатное обучение в образовательных институтах МВД России, потому что любой, кто не имеет образования, подает документы по очной форме, по заочной форме, может поступать. Отучился, с младшего состава ты получаешь офицерскую должность. Всегда на передовой участковые уполномоченные. Они больше всех работают с населением. У каждого на участке есть свои незаурядные личности. Ну а лучше всего в лицо ленчане знают сотрудников госавтоинспекции, ППС и ДПС. Всегда остаются за кадром следователи, дознаватели, опера и криминалисты. Их работа незаметна, но значительна. Это выезд, значит, на осмотр места происшествия по тяжким, особо тяжким, в принципе, по всем преступлениям. Значит, сбор, значит, получается, следов объектов, имеющих значение.
значит, для расследования уголовного дела. Значит, потом значит, производство экспертиз, исследований. Вот в нашем отделении проводится, значит, 5 видов экспертиз. Это та сфера деятельности в области расследования преступлений, которая никогда не стоит на месте, а постоянно модернизируется. Новые технологии и цифровизация находят свое отражение и здесь. Повышают свою квалификацию и сотрудники. А вот одно остается неизменным – почерковедческая экспертиза. Программа это ни одна никогда не рассчитает. Это все глазками. Благодаря общим усилиям сократилось и количество преступлений в этом году. К примеру, в сфере мошенничества заметно значительное снижение. Меньше стало и бытовых преступлений благодаря оперативной работе по изъятию контрафактной алкогольной продукции. Процент раскрываемости держится на одном уровне – 70-78%. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ленск занял 3-е место по показателям переписи населения среди промышленных городов. 70% горожан заполнили анкету. Всероссийская перепись – это не только способ подсчитать количество жителей, но и понять, как происходит миграция внутри страны или в Ленском районе живет почти 3000 мигрантов. Как приезжие устраивают жизнь на Крайнем Севере, расскажет Дарья Байскорова. Так, домашняя работа. Ну вот мысль уловил Никита, но не раскрыл ее до конца здесь по 2-му пункту. Нелегкая это работа – проверять домашние задания школьников. Адьян Болдырев преподает географию, историю и обществознание. Мужчина родом из Калмыкии, республики на юге России, но последние 8 лет живет в Ленске. В 2014 году в поисках заработка учитель подал резюме в несколько регионов. Якутия ответила первой. Через некоторое время Адьян уже ходил по северному снегу. Самая большая моя трудность была, это, наверное, длительный снежный покров, потому что это действительно такой момент чисто психологический. Ну, в наших краях снег, он держится, ну, максимум там месяц, это вот период, а здесь мы приехали, он выпал в конце августа, в первый год, и растаял аж в мае месяце. Но Адьян привык, тем более рядом семья, жена и дети. Жилье предоставила администрация. Про таких, как Адьян, кто переезжает из одного региона страны в другой, говорят – внутренний мигрант. В Ленске их 400. А вот люди, приехавшие в Россию из-за границы, мигранты внешние. Эльнура Айтыкеева из Киргизии в Ленске устроилась продавцом. Случаи нередкие. Жители стран Евразийского союза, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении могут в течение месяца заключить трудовой договор в России. Им не нужно оформлять патент, разрешение на работу. У меня, трудовой договор, регистрация. Конечно, поначалу было регистрироваться сложно, что редко, что бывает, соглашается регистрировать. Где живешь, тоже отказывались. Из-за этого мы сами приобрели жилье на рассрочку, и мы у себя прописаны. Иностранцы тоже едут на север за длинным рублем. В Ленске чаще всего можно встретить приезжих из Таджикистана и Узбекистана. Только в этом году в миграционке на учет поставили 700 человек. Мигранты, не входящие в Евразийский союз, платят ежемесячный патент – 10 тысяч рублей. Если учесть зарплату рабочего, продавца или строителя – от 30 тысяч, по данным ХХРУ. Сумма получается приличная. Но российский рынок труда все равно привлекателен для иностранцев. Приезжают из стран, где условия для работы не созданы, которые не смогли обучиться в свое время, только закончили школу. Это связано с экономическими условиями данного государства. Иностранцам помимо патента нужно оформить вид на жительство и временное проживание. Только после этих документов можно говорить о гражданстве. На рассмотрение уходят месяцы. В Ленском районе в год оформляется 90 запросов на российский паспорт. Из-за пандемии коронавируса внешних мигрантов стало меньше, как в Ленске, так и в целом по стране. В 2020 году их количество сократилось почти в 2 раза – с 11 до 6 миллионов человек. В городе – с 5 до 3 тысяч человек за 3 года. Героям сюжета потребовалось 3-4 года, чтобы полностью устроить жизнь на севере. Каждый столкнулся с трудностями, но они их преодолели. Дарья Байскорова, Алекс Яснин, телеканал «Алмазный край».
Более 90% россиян уже приняли участие во всероссийской переписи населения. Это порядка 133,5 миллионов человек. Результаты переписи – это основной источник данных о численности и составе населения, о жилищных условиях и уровне образования, о национальностях и владении языками, о трудовой миграции. Итогами переписи так или иначе пользуются все органы власти и органы местного самоуправления. От разработки масштабных федеральных и региональных проектов до решения о строительстве отдельных объектов инфраструктуры. Напомню, всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Итоги первого этапа будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго до 31 декабря 2022 года. Тем временем в Якутии жители активно участвуют в переписи, особенно старшее поколение. Какие районы и города лидируют по республике, как работают сами переписчики, есть ли трудности в работе с гражданами, в чем удобство цифрового формата. Разбор темы в сюжете Мадины Халиковой. Вот уже без малого месяц по всей стране идет перепись населения. К масштабному всероссийскому событию готовились задолго до его старта. В условиях пандемии нужно обеспечить безопасность и статистиков, и граждан. Поэтому все переписчики вакцинированы, имеют QR-коды, а также еженедельно сдают ПЦР-тесты. Сейчас время бежит вперед. Во-первых, у нас были планшеты. Очень удобно на планшетах печатать. Да? Допустим, ты заходишь там раньше, да, как было 10 лет назад, что мы все делали от руки. Сейчас же такие возможности, что все на планшете, это очень удобно. Без обхода домов никуда, но и жители часто приходят в стационарный пункт, если сами не могут разобраться. Удобство цифрового учета также отмечают опытные переписчики. Франческа Курчатова, например, уже в 3-й раз работает на всероссийском мероприятии. Я вначале уже работала в МГ в переписи 2000 года, потом в Якутск переехала в 2010 года. И сейчас уже я решила, что это для меня обязательно. Быть на 3-й переписи, а может быть посчастливиться и на следующих. Ну, потому что это гражданская ответственность еще, чтобы все было качественно, четко. И для чего же все-таки нужна перепись населения? И почему так важно участвовать в ней? Всероссийский учет поможет государству во всех сферах развития регионов, начиная от бюджетного планирования, заканчивая строительством социальных объектов и инфраструктуры. Для любого стратегического планирования, для любого развития республики необходима перепись, понимать, сколько у нас населения, чем оно занято, сколько у нас детей, какие школы для них нужно будет построить, садики, какие программы обучения, какими языками они владеют. Это все вопросы, на это отвечает только всероссийская перепись населения. Если старшее поколение активно идет на контакт очно, так как уже неоднократно сталкивались с процедурой, то молодежь больше предпочитает проходить опрос на госуслугах. И все-таки перепись, когда первая была, она была как-то поживее, быстрее, и народ как-то интересовался. Ну, потом немножко стал народ как-то остывать, но все равно перепись идет своим чередом нормально, хорошо. Хочется, чтобы перепись прошла очень качественно, хорошо, и мы получили бы через какое-то время по статистике результаты нашей работы. В Якутске активнее всех принимают участие в переписи жители Центрального округа. Там листы заполнили 88% граждан. В республике лидерами остаются Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Горный и Аймиконский районы. Будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам. Затем сводные данные всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Завершится она 14 ноября, а в 2022 году статистики подведут итоги всероссийского мероприятия. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск.
Сегодня в России отмечают День экономиста. В рамках празднования профессионального праздника для экономистов отраслевых министерств и ведомств организована коммуникационная сессия, посвященная теме объединения усилий во имя развития. Стратегия до 2032 года. Госслужащие, поделившись на группы, на протяжении дня будут проходить различные игровые практики, изучать стратегические инициативы и вырабатывать проекты. Темы проектов самые актуальные – барьеры развития здравоохранения, экология и благоустройство окружающей среды. Итогом будет защита сформированных проектов. Экспертами предстанут заместители министров экономики, экологии, инноваций и здравоохранения. В связи с тем, что приняты на федеральном уровне новые документы, это в частности единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 24 и 30 годов. Это вот буквально в октябре, в начале октября он был принят по поручению президента Российской Федерации и во исполнение указа соответствующего по достижению национальных целей. И вот появилась необходимость внесения определенных корректив в документы стратпланирования республики. Подумали, что сейчас действительно это вот на федеральном уровне работа шла вот лето, осень, и вот как раз документы вышли, и мы решили, что вот использовать такой, не совсем формальный, не совещание, не в форме совещаний, как бывает, в госорганах, а в проектном виде, в такой в полуигровой форме, для выработки проектов, которые могли бы лечь в основу корректировки стратегии, то есть инициативы, которые на федеральном уровне реализуются, как они у нас будут претворяться в жизнь. В Якутске открыли памятник Валентину Антонову, народному артисту Якутской ССР и РСФСР. Имя Валентина Дмитриевича особенно известно в культурных кругах, да и далеко за пределами республики, причем и начинающим, и уже опытным артистам. Несмотря на то, что свой творческий путь Антонов прошел не только в Якутии, но и в других регионах Советского Союза и России, его судьба тесно связана с нашим краем. В Театре русской драмы он отслужил 12 лет и после перерыва в 1971 году вернулся на его сцену, а затем и возглавил драмтеатр. Подробнее нам сейчас расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она присоединяется к нашему эфиру. Мадина, здравствуй. Расскажи о монументе и кто сегодня собрался на открытие памятника. Кристина, здравствуй. В этот солнечный день действительно здесь царит потрясающая атмосфера. Люди собираются возле памятника Валентина Антонова, собственно, в переулке Антонова, возле Пушкинского драматического театра. Сегодня открыли здесь памятник действительно мэтру и мастеру актерской деятельности. Все сослуживцы, сотрудники театра, ветераны искусства пришли почтить его память. Ведь в сентябре ему исполнилось бы 95 лет, а в 2014 году мастер скончался из-за тяжелой болезни. И вот таким образом решили почтить его память и сделать потрясающий монумент. Он отлит из бронзы, отливали его в Москве. Ну а почему решили это сделать сегодня, нам расскажет министр культуры Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Давайте его послушаем. Что такое вообще памятники? Да, многие же говорят, для чего мы делаем памятники. Мы памятники ведь ставим для будущего, чтобы не забыли по такой дороге, которой мы идем, и чтобы никто не заблудился. На самом деле памятники, которые нас объединяют, это очень важно нам. Я уверен, что день рождения Валентина Дмитриевича в сентябре, когда театр будет открываться, только работать, здесь будут сидеть друзья и люди и вспоминать, какой дорогой идет Русский академический театр, какие новые постановки, какую радость он несет людям. Поэтому в городе у нас и вообще в жизни нашей должны быть места, которые нас приглашают к общению, которые нас объединяют. Я очень хочу, чтобы вот этот памятник Валентина Дмитриевича был именно таким в нашем театральном сообществе. Валентин Антонов работал во многих субъектах нашей страны, но с Якутией он связан, конечно, очень тесно. С 1954 по 1966 годы служил в театре, потом уехал, потом снова вернулся и продолжил здесь свою деятельность, и потом даже возглавил Русский драматический театр. Позже занимался уже преподавательской деятельностью, и сослуживцы вспоминают его очень тепло, говорят, что это человек, который заряжал своей энергией абсолютно всех, кто приходил к нему
на учебу. Ну и сейчас вот так вот просто можно присесть рядом с Валентином Антоновым, встретиться здесь с друзьями, просто посидеть на лавочке, вспомнить молодость для тех, кто работал с Валентином Антоновым. Ну а пока на этом у меня вся информация. Кристина, передаю тебе слово. Спасибо. Подробности об открытии памятника Валентину Антонову нам рассказала Мадина Халикова. Мощный снегопад уже несколько дней не прекращается на северо-востоке Китая. Высота снежного покрова местами превысила полметра. Столбики термометров в некоторых регионах упали сразу на 16 градусов, рассказывает Артем Сторонов. Снежная буря с метелью, не прекращающаяся уже несколько дней, обрушилась на северо-восток Китая. В некоторых районах провинций Цзилинь, Ляонин и Внутренняя Монголия толщина сугробов превысила 50 сантиметров. Выпадение осадков сопровождалось резким падением температуры, местами сразу на 16 градусов Цельсия. Снегопад уже назвали самым сильным с 1905 года. По данным местных изданий, в результате удара стихии погиб по меньшей мере 1 человек, десятки пострадали. Из-за метели закрыты школы, нарушено транспортное сообщение, отменены сотни авиарейсов. Некоторые автомагистрали заблокированы, на дорогах застряли десятки автомобилей. Местным жителям рекомендовано не выходить из дома. По прогнозам синоптиков, снег перестанет падать лишь к четвергу. Из-за погодных условий власти провинции Ляонин объявили красный уровень опасности. Энергетические компании работают над увеличением поставляемых мощностей, чтобы предотвратить перебои с электричеством и не допустить замерзания граждан. Расчисткой дорог от снега занимаются сотни сотрудников коммунальных служб и десятки единиц спецтехники. В Париже на торгах аукционного дома была продана выполненная примерно в 1600 году копия картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда». Полотно ушло с молотка за 242 тысячи евро. Копия картины «Мона Лиза» итальянского живописца Леонардо да Винчи, выполненная примерно в 1600 году и необычайно близкая к оригиналу, продана во вторник с аукциона в Париже за 242 тысячи евро. «Мона Лиза» или «Джоконда» является одним из самых известных в мире произведений живописи. Леонардо да Винчи написал картину во Флоренции, но в 1516 году увез ее с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. По окончании революции конца XVIII века картину поместили в Лувр, где она и находится до сих пор. Несмотря на сходство, это не самая дорогая репродукция Джоконды, проданная с аукциона. В июне другая копия картины XVII века ушла с молотка за почти 3 миллиона евро, установив рекорд для неоригинальных работ. Самым же дорогим произведением Леонардо да Винчи остается «Сальватор Мунди» или «Спаситель мира», проданный в 2017 году с аукциона «Кристис» за 450 миллионов евро. Русский ангел Наталья Орейро получила российское гражданство в посольстве Российской Федерации в Буэнос-Айресе. Подробности расскажет Валерия Наумова. Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство в посольстве Российской Федерации в Аргентине в Буэнос-Айресе. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов вручил Орейро паспорта, поздравил ее с получением российского гражданства и подарил Конституцию Российской Федерации. Кроме того, Наталья приняла присягу на русском, а затем на испанском языке. Я, Орейро Иглесиас Наталья Мариса, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. В
ходе пресс-конференции после процедуры присвоения российского гражданства Феоктистов рассказал о популярности и любви Каррейра на территории России после роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел», который вышел на экраны в конце 90-х. Посол добавил, что Наталья, по сути, является послом доброй воли Аргентины и стран Южной Америки в России. Напомним, президент России Владимир Путин 25 октября подписал указ о выдаче гражданства Наталье Орейро и ее сыну. Вернемся к новостям нашего региона. В Чульманский детский дом «Центр Вектор» в Нерюнгринском районе закупили мебель для детей-сирот. Об этом и о работе учреждения в целом в материале Екатерины Павловой. Сегодня в центре «Вектор» большой семьей проживают 18 человек. 4 детей находятся на обучении и оздоровлении в Крыму. В этом году выпускниками «Вектора» стали 17 человек. Воспитанники поступили в учебные заведения среднего профессионального образования, большинство из них выбрали технические специальности. Сегодня они приходят в родной центр в гости, чтобы насладиться по-настоящему домашним уютом и встретиться с друзьями и Светланой Курбановой, которая на посту директора центра «Вектор» чуть больше года. И благодаря ее усилиям в учреждении происходят кардинальные перемены. 2021 год, он для нас, для меня и для нашего учреждения был достаточно продуктивным. Значит, за этот промежуток времени было достаточно много сделано. В первую очередь у нас проведен ремонт спального корпуса, ремонт кровли проведен, собственными силами коллектива выполнен косметический ремонт столовой, коридоров, первого-второго этажа. Выполнение поставленных руководством центра задач по улучшению условий для воспитанников стало возможным, конечно, благодаря спонсорской помощи тех организаций и людей, кто не остается равнодушным к проблемам детей и оказывает любую посильную помощь. Сегодня такую помощь, а именно покупку мебели для детей-сирот, оказало открытое акционерное общество РЖД. С детским домом мы сотрудничаем в течение года, то есть в данный момент мы обратились к руководству Дальневосточной железной дороги в плане помощи на приобретение мебели. Железная дорога отреагировала очень, скажу, оперативно. Хочу поблагодарить руководство Дальневосточной железной дороги за оперативную помощь. А так в течение года мы стабильно помогаем, бытовую технику покупаем, и телевизоры, и на Новый год мы приезжали подарки, пироги, фрукты, все в принципе помогаем. Социальная ответственность, забота о тех, кому нужна помощь – это важная часть в работе современного бизнеса. Но еще более значимо то, что это оставляет добрый след в сердце воспитанников и дарит им ежедневную осязаемую радость. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев с плановым визитом посетил республиканскую школу по зимним видам спорта. Он провел личную встречу с игроками хоккейной команды «Полярные волки», которые на прошлой неделе представили республику на всероссийском турнире в Сочи среди спортсменов 2013 года рождения. Напомним, во время турнира случилась массовая драка, инициаторами которой выступили сочинские соперники. Министр посоветовал юным спортсменам не реагировать на подобные провокации и концентрироваться на игре. Кроме того, министр обсудил с руководством школы поставку различного оборудования, которое с этого года в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» поступает в регион. Так, в скором времени ожидается дополнительная поставка силовых тренажеров, хоккейных ворот и оборудования для заточки коньков. В программе развития хоккея шайбой получаем много оборудования. В этом году мы получили на 25 миллионов инвентаря оборудования, в том числе и холодильное оборудование. Я ознакомливаюсь, как это идет у нас поставка, как все это реализовывается. Ну, попутно, конечно, посмотрю, как у нас тренируются детишки. Наши полярные волки, которые нашумели в Сочах, скажем так, да. Ну, посмотрим, как настроение, как и у них планы какие. В принципе, у нас по хоккею шайбой на Дальнем Востоке команда неплохая по всем возрастам. Я думаю, вид спорта хороший хоккей, воспитывает настоящих мужчин, защитников Родины, поэтому этот вид спорта мы развиваем.
Площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО появятся в каждом районе республики до конца 2023 года в рамках нацпроекта «Демография». В Якутии с 2019 года ведется плановая работа по оснащению объектов спортивной инфраструктуры оборудованием ГТО в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В комплекты оборудования входят уличные тренажеры на все группы мышц, воркаут, стол для настольного тенниса, щит для баскетбола, мини-стенка для скалолазания, скамьи для пресса и отжиманий, платформы для гибкости. Площадки устанавливают в административных центрах районов. Они не имеют ограничений по возрасту и доступны для всего населения. После капитальной реконструкции в сентябре был торжественно открыт спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» в Алдане. Между тем, бассейн до сих пор не запущен. Вновь возникли проблемы технологического порядка. Все неполадки должны быть устранены до 15 ноября. Такой срок обозначил глава республики Айсен Николаев. Примет ли бассейн пловцов на следующей неделе? Подробности у наших алданских коллег. У юных спортсменов тренировка начинается с традиционной разминки. В самую младшую группу секции самбо и дзюдо в спорткомплексе «Энергетик» входят дети 6-7 лет. В тренажерном зале форму поддерживают пловцы. Также позаниматься здесь могут все желающие при наличии сертификата о вакцинации. В данный момент у нас посещение спортивного комплекса составляет в сутки в среднем 160 человек. Спортивный комплекс потихонечку набирает обороты. То есть секция самбо-дзюдо растет, вольная борьба растет. Ну и сейчас, когда уже запустим секцию плавания спортивного, тогда уже выйдем, наверное, на наш нормальный уровень по посещаемости. Пока занятия у пловцов проходят на суше, в бассейн дети и подростки перейдут в ближайшее время. Сейчас здесь ведутся работы по наладке системы перелива. На этапе монтажа оборудования предвидеть проблемы не представлялось возможным. Коррективы, которые вносятся в настоящее время, обнаружились с заполнением бассейна водой. Пришлось на ходу менять решение. Немножко затянули в связи с тем, что вся клеевая составляющая, она очень такая серьезная, потому что она работает в агрессивной среде, и все позиции заказные. Тонкая ювелирная работа, да, сейчас нужно прям в нулевых допусках все сделать, поэтому мы постоянно прибор стоит на площадке, постоянно контролируем. Некорректная работа переливной системы связана с погрешностью по уровню бортов чаши. Недочеты, допущенные прежним подрядчиком, устраняются в экстренном порядке. Между тем, бассейн должен быть запущен 15 ноября. Данный срок обозначен главой республики Айсеном Николаевым. По словам представителя госзаказчика, к обозначенной дате пусконаладочные работы будут завершены. Мы планируем общестроительные работы закончить к понедельнику, полностью все с оклейкой пленки и с выравниванием бортов. И, соответственно, с наполнением бассейна, это ориентировочно числа 17-18, он уже в полной мере функционирует. После выравнивания уровня бортов края чаши будут покрыты специальной нескользящей пленкой. На выполнение задачи, сопряженной с тонкой химией и высокой степенью мастерства, потребуется пара дней. С запуском бассейна количество детей и подростков, посещающих секции спорткомплекса, существенно увеличится. Как говорит служба государственного заказчика, 17-18 числа мы запустимся в полной мере и уже будем готовы объявить набор в секцию плавания. Секции спорткомплекса «Энергетик» дети начинают посещать с 6 лет. С этого же возраста можно будет записаться и в секцию спортивного плавания. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Результативная передача якутянина Артема Соколова помогла юношеской сборной России победить команду Греции в матче первого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч с передачи якутского полузащитника забил Ярослав Гладышев. Для 18-летнего Соколова этот матч в составе юношеской сборной стал 29-м по счету. В его активе 11 голов. После первого тура россияне идут на второй строке группы 2, уступая сборной Германии по дополнительным показателям. Далее идут команды Греции и Фарерских островов. В следующем туре российские футболисты сыграют с немцами. Матч пройдет 13 ноября. Истощенная собака Найда провела на необитаемом острове Кривая Дамба около 3 месяцев. За это время Робинзон Крузо исхудал, ведь питался чем придется, в том числе и землей. На помощь отшельнику пришел рыбак Александр. Удалось ли выжить животному, смотрите в следующем сюжете.
Собака питалась чем придется, в том числе и землей. Об этом сообщил пришедший на помощь четырехногому отшельнику рыбак Александр. Мужчина навещал и подкармливал пса в течение 3 недель, а после обратился к службе спасения животных «Легион». Вместе с руководителем организации он отправился на остров. Найду поймали в ловушку, ввели в состояние наркоза и вывезли на лодке. 100% вероятность того, что ее выкинули. Потому что у собаки мы потом проверили чип. И сейчас мы его пробиваем. Чип, возможно, чип зарегистрирован здесь, но ее отправляли в Польшу. И польская сторона, она перерегистрирует чип нас по своим базам. И сейчас мы пытаемся связаться с консульством польским, чтобы нам понять, куда собака ехала дальше. Сейчас пес обрел любящую хозяйку во Всеволожске Марину Белову. Отношения питомца и женщины складываются непросто. Найда пока остается пугливой, но лакомство принимает с удовольствием. Гулять с ней, ходить выходим, но максимум она делает 2 шага и сразу же ложится. Куда-нибудь ей надо забиться за какую-нибудь щель или еще куда-то. В данный момент Марина лечит Найду и планирует обследовать по причине возможных раковых опухолей и цистита. Об интересных датах и событиях этого дня далее в нашей рубрике. 11 ноября – четверг. Сегодня отмечаются Всемирный день качества, Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения, День экономиста в России. По народному календарю сегодня Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авраамия – покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. В этот период времени стригли овец, овечью шерсть пряли, и из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды. В этот день была открыта первая пассажирская железная дорога в России – Петербург-Царское село. Открытие железной дороги вызвало небывалый резонанс в обществе. Всюду на плакатах, в газетах и даже на конфетах появились изображения паровозов. На сцене Александринского театра давали водевиль «Поездка в Царское село», в котором главная роль была отведена паровозу. В 1918 году заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война. Окончание войны утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны, странами Антанты и Германией. В этот день появился прототип первого компьютерного вируса. В 1983 году американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. 11 ноября 1987 года картина Ван Гога «Ирисы» продана за рекордную сумму. На аукционе Сотбис картину купили за 53 миллиона 900 тысяч долларов. В этот день родились Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель; Марис Леблан, французский писатель; Лиля Брик, российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского; Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай и Павел. Базу данных о состоянии вечной мерзлоты создадут в Якутии. Ее в открытом доступе планируют разместить в следующем году. База данных может быть полезна для территориального планирования, проектирования зданий и сооружений, реализации промышленных проектов. По мнению ученых, карты и базы данных позволят прогнозировать скорость таяния мерзлоты, а также определять возможность развития негативных процессов для инфраструктуры. Предполагается, что новая система мониторинга мерзлоты будет состоять из нескольких уровней – федерального, регионального и муниципального, а также уровня недропользователей компаний, которые разрабатывают месторождения в Арктике. Ленск, одним из первых городов республики, начал подготовку к Новому году. Несколько дней работники управления культуры разбирают новогодние украшения, проводят ревизию, решают, какие конструкции установить в первую очередь. Так, первыми на площади Ленина установлены светодиодные колонны в якутском стиле. Работы велись 2 дня, планируют осуществить пробное включение. В ближайшие дни начнут установку новогодней ели. Все работы завершат до 25 ноября.
кроме новогодней ели, мы также все инсталляции разместим. Это у нас ворота светодиодные, это у нас сани со снеговиком. Кроме этого, мы планируем инсталляцию, которую мы ежегодно устанавливаем в нашем сквере. Новогодний шатер, да, в котором мы устанавливаем и оленят, и кресло Деда Мороза. В этом году мы еще приняли решение подготовить еще дополнительные 2 инсталляции. Они будут тоже светодиодные, и мы их разместим рядышком со снеговиком. Украшенное здание Центрального дома детского творчества. Там уже ощущают атмосферу новогоднего праздника. И в конце выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня похолодало, идет снег, минус 10 градусов днем, а ночью минус 12, ветер до 4 метров в секунду. В Нерюнгри минус 9 градусов, к вечеру столбики термометра опустятся до минус 14, ветер с порывами до 12 метров в секунду. В Ленске сегодня весь день идет снег, минус 2, ночью минус 3, ветер с порывами до 11 метров в секунду. В алмазной столице тоже в течение всего дня идет снегопад, минус 3 градуса, ночью минус 6, ветер от 2 до 5 метров в секунду. И в столице республики похолодало, минус 14 градусов днем, ночью минус 24. Ветер до 3 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.